3 марта 2016 года в Караганде прошло первое заседание Общественного совета. Прозрачность, законность и общественный контроль. Все эти функции в рамках национальной программы «100 шагов» по инициативе президента были возложены на общественные советы. Так не должно же так, по идее. Смотрите, завтра это лицо города. С яркого динамичного старта представители Общественного совета начали свою работу, проведя десятки общественных заседаний и мониторингов. В ракурс попадали самые проблемные и злободневные вопросы. Если была прямая, разговора нет, я бы ничего не сказал. Особое внимание социальной жизни Караганды. Реконструкция центральной тепломагистрали по проспекту Строителей, от которой напрямую зависела и подготовка к отопительному сезону. Под угрозой стояли сроки сдачи. Вмешался Общественный совет. Все, что мы увидели, вызывает опасения, что до 1 октября это готово не будет. Не раз в рейд по городским дорогам отправлялись члены Общественного совета. Поднимались самые проблемные вопросы: качество асфальтного покрытия, освещение улиц и наличие ливневых канализаций. Будут выданы рекомендации непосредственно по некоторым замечаниям, которые имеются. Проехал 37-й маршрут, госномер 028CY 1549. Будем ждать следующий. На особый контроль Общественного совета попал и городской пассажирский транспорт. Люди жаловались на качество обслуживания, в частности, несоблюдение перевозчиками графика интервала. Автопарк и чиновников сюда посадить, что они узнали, как мы едем на работу и переходим. Еще одна решенная проблема – подземный переход по проспекту Нуркен Абдирова. Только после того, как в ситуацию вмешался Общественный совет, его перестали закрывать в ночное время. Молниеносная реакция на все обращения и жалобы жителей. Не остался в стороне Общественный совет, и когда началась масштабная вырубка деревьев в Центральном парке Караганды. Работы были приостановлены до выяснения всех обстоятельств. Если уже такая волна пошла, если горожане сами недовольны, мы не можем остаться без внимания. Разобрались общественники и с неразберихой вокруг бесплатных учебников. Деньги из бюджета города выделили на 100% охват школьников. Учебники закупили, а учителя продолжали выдавать родителям списки книг, которые нужно было приобретать за свой счет. Не один раз Общественный совет выносил на обсуждение вопрос освещения в городе. С каждым разом вынося все больше рекомендаций, признавая неудовлетворительную работу властей по этому вопросу. Мы больше терпеть этого не можем относительно освещения, в каком состоянии сейчас находится. Члены Общественного совета контролируют каждый потраченный тенге из городского бюджета. С отчетом выступают первые лица города. Поднимались самые проблемные вопросы, среди них ремонт объектов образования. Экстренного вмешательства требовало аварийное состояние некоторых школ Караганды. Заседаниями не ограничивались. Несколько дней члены Общественного совета инспектируют школы города. Состояние некоторых учебных заведений требует решительных мер. Мы хотели поставить окна пластиковые по всей школе. Дальше на учебном здании крышу еще отремонтировать до конца. И в спортзале там пол надо заменить. Общественники добились того, что власти увеличили средства на ремонт средних учебных заведений. В 2017 году эта сумма уже составила 1 миллиард 200 миллионов тенге. Благодаря проделанной работе сотни маленьких карагандинцев 1 сентября пришли в отремонтированные школы. Завтракали сегодня? Да, завтрак. Вкусно было? Да. Еще один вопрос, который удалось решить Общественному совету Караганды, это питание в детских садах. Родителей малышей не устраивал ассортимент продуктов на столах детей. Цены на продукты повысились, а оплата в детских садах оставалась на прежнем уровне. За последние 7 лет продукты подорожали от 100 до 200%, особенно на молочную продукцию, которая необходима детям дошкольного возраста. После мониторинга детских садов членами Общественного совета удалось решить несколько вопросов. Улучшить питание дошколят за счет поднятия оплаты за детские сады и разгрузить тысячную очередность в дошкольные учреждения благодаря работе по ГЧП. Оплату в частных садах уравняли с государственными. Под свой контроль совет взял и тариф на воду. После проверок и рекомендаций члены совета добились того, что для бюджетных организаций Караганды СУ значительно снизили тариф, а у юридических лиц дифференцированный тариф заменили на единый. За все это время в городе прошло не одно заседание. Общественниками поднимались самые актуальные вопросы. Общественный совет стал мостом между населением и властью, заставив последнюю уважать и считаться с ним. Общественный совет сегодня является тем проводником между населением
и властью для того, чтобы выносить те проблемы. Например, очень сильно поднимался вопрос по ремонту нескольких аварийных школ. С учетом этого дополнительные средства 23 миллиона мы нашли. Члены общественного совета в Караганде исполняют все формы контроля, открыто работают со СМИ, активно принимают участие в брифингах и различных ток-шоу, обсуждают самые злободневные проблемы на дискуссионных площадках. Здравствуйте. В этой студии мы говорим только о том, что в ваших интересах. За 1,5 года работы были рассмотрены сотни жалоб и проектов в таких сферах, как здравоохранение, образование, ЖКХ, земельные отношения, трудовые конфликты и экология. По итогам были даны конкретные рекомендации. Нами рассмотрено, очень много вопросов. Выезжаем на место, выезжаем, непосредственно встречаемся и с одной стороны услугодателем, а с другой стороны и с нашим населением, непосредственно выезды на местах. Общественный совет – это гарантия народа, гарантия прозрачности, честности и открытости работы центральных и местных исполнительных органов и органов местного самоуправления. Изначально в совет вошли 30 человек, среди которых 1/3 – это государственные служащие, все остальные – гражданское общество. Со временем в процессе работы представители власти ушли. Сегодня из 28 человек их осталось всего 2. В Караганде нынешний состав состоялся как городской общественный совет. Успех дела во многом зависит от тех людей, которые над ним работают. И пока в общественном совете города будут принципиальные и честные люди, все будет сделано во благо народа.